Добрый день, уважаемые друзья! Я надеюсь, у вас получилось сделать задание прошлого урока. Я напомню, я предлагала вам сделать маленький эксперимент и зафиксировать свой внутренний хронограф. Когда мы говорим о тайм-менеджменте, очень важно понимать, как вы чувствуете время, как чувствует время ваш ребенок. Я напомню, у нас есть 3 группы. Первая группа – это группа, в эксперименте получила цифру до 55. Группу мы называем вне времени. Вторая группа – это группа от 56 до 65. Этих людей мы называем люди времени. И третья замечательная группа, у которых получились цифры больше 66, и эту группу мы называем опережающее время. Так вот, запоминайте, пожалуйста, рекомендации по формированию принципов тайм-менеджмента с представителями разных групп. Если вы или ваш ребенок представитель первой группы человека вне времени, то для вас суета и поспешность всегда будет связана со стрессом. Поэтому всегда добавляйте дополнительно время, порядка 20% для того, чтобы человек мог справиться с поставленной задачей. А еще используйте волшебные слова. Торопиться не нужно, времени достаточно, у тебя целый час для выполнения этой задачи. То есть речь в отношении человека первой группы, она должна быть достаточно медленная и понятная. Потому что когда человек волнуется и торопится, речь всегда сбивчивая и очень-очень быстрая, что очень сложно понять представителю первой группы. Если кто-то из вас или из ваших близких представитель второй группы, это люди времени, здесь очень важно четко проговорить все договоренности касательно времени, результатов и каких-то показателей, по которым вы будете сверяться в выполнении той или иной задачи. Здесь очень важно четкие ожидания, и тогда все будет хорошо. Единственное, здесь я бы дополнила периодически делать сверку, просто спрашивать, как у тебя дела, вот уже прошло столько-то времени, как ты продвинулся, какой у тебя успех. Тогда вы будете четко понимать, что задуманное и запланированное выполняется. Представителям третьей группы всегда скучно. Они хотят массу впечатлений и обязательно очень много движения. Поэтому это люди, которые смело идут в новый опыт, но периодически им нужно возвращаться, чтобы переделывать все то, что они успели сделать неправильно, потому что поторопились. Поэтому обязательно этим людям говорите: не торопись, времени много, возьми, пожалуйста, про запас чуть-чуть времени, чтобы перепроверить себя. И тогда вы сможете убедиться, что человек, который всегда опережает время, действительно задумался о том, что можно перепроверить. И вот здесь очень важно говорить: слушай, мы можем с тобой это сделать очень быстро, потому что у нас с тобой целых 10 минут. И для представителя третьей группы это будет звучать очень приятно и спокойно. Поэтому, уважаемые зрители, попробуйте сегодня и завтра спланировать свои дела с учетом тех рекомендаций, которые я дала. И посмотрите, пожалуйста, на то, как вы себя ощущаете и как ощущают ваши дети с учетом вот этих особенностей групп внутреннего хронографа. А мы с вами увидимся на следующем уроке. Меня зовут Мадина Белялова. Следуйте за нами, и пусть все у вас получается.